После него попрошу выступить министра здравоохранения Михаила Альбертовича Мурашко. С 28 марта и до 1 июня 2020 года временно приостанавливают свою работу гостиницы, санатории, пансионаты, детские оздоровительные лагеря. В эти дни вообще не будет бронирования мест и приема новых посетителей. А людям, которые уже там находятся, в случае необходимости обеспечат условия для самоизоляции, в том числе организуют питание, примут необходимые защитные меры. Кроме того, до 1 июня на курортах также не будут работать объекты массового отдыха и горнолыжные трассы. Мы определили число таких коек, которые необходимо в каждом. Вы знаете, что следующая неделя по решению президента будет нерабочей. В связи с этим, считаю необходимым распространить на все регионы нашей страны ограничительные меры, которые уже приняты в Москве и в Московской области. Они касаются прежде всего индустрии развлечения и досуга. Эти решения, безусловно, жесткие. И я хочу обратиться ко всем гражданам нашей страны. Отнеситесь к ним серьезно и ответственно. Медицинского страхования свою часть отработал и принял решение. Еще одно. Конечно, мы не бросим наших граждан, которые сейчас по разным причинам оказались за границей. Минтранс и МИД должны обеспечить их возвращение на родину, а Росавиация поможет также иностранцам, которые находятся в нашей стране, добраться до дома. Сегодня такое поручение подписано. Ну и я сейчас бы просил Сергея Семеновича Собянина доложить о... Ситуация эпидемическая в Российской Федерации развивается пока достаточно спокойными темпами. У нас нет взрывного роста. И предпринятые меры и указ президента, безусловно, снизят накал. И при правильном соблюдении, как вы уже сказали, всех требований и всех правил населением Российской Федерации, эта мера приведет к безусловному улучшению эпидситуации и остановке развития событий. В соответствии с вашим поручением... Из общего числа заболевших 72% демонстрируют клинику острых респираторных вирусных инфекций и 18% – это люди с бессимптомным течением, выявленные активно при проведении мероприятий Роспотребнадзором, медицинской службой в субъектах Российской Федерации. Вместе с тем 10% из заболевших имеют диагноз пневмонии. Сегодня все необходимые мероприятия проводятся, но вместе с тем хочу обратить внимание на то, что из общего количества выявленных инфицированных 20% это люди, которых мы выявили как контактных, они не выезжали. Активность очагов там, где привезли инфекцию в Российскую Федерацию, безусловно, имеет место в развитии эпидемической ситуации. И я прошу на это обращать особое внимание во всех субъектах и, главное, граждан Российской Федерации, потому что риски на сегодняшний день реальны. И доведем до них ваши поручения. Спасибо, Сергей Семенович. Хочу сказать, что сегодня должна быть зарегистрирована новая тест-система полимеразно-цепной реакции, которая ускорит проведение реакции до 2,5 часов и значительно упростит ее в технологическом исполнении. И также на следующей неделе подготовленная вектором новая тест-система, которая направлена на исследование методом иммуноферментного анализа, которая позволит нам определить, есть антитела памяти или это острое состояние заболевания, также по сокращенной временной программе с большой эффективностью, и мы сможем определить как среди населения, так и среди главного медицинского персонала людей, которые уже имеют иммунитет и которые могут более свободно работать с пациентами. Вашего координационного совещания мы обсудим эти и другие. Происшествия и аварии, трагедии, героизм спасателей и сила закона в программе «Вызов 112» на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.